Лыж хватило не всем. Принять участие в ежегодной акции «Лыжня России» решили куда больше линчан. Но любителей это не остановило, как и то, что в забеге приняли участие профессиональные лыжники. Об этом сюжет Олеси Васевой. Участники 16-й всероссийской акции «Лыжня России» стекались на лыжную базу заранее. Торопились получить инвентарь, одеть футболки с номерами. Кто-то до старта успел опробовать лыжню. Пару километровых кругов для бывалых лыжников лишь разминка. Вы лыжами вообще давно, смотрю, занимаетесь? Со школы, потому что мы все тогда сдавали ГТО и все должны были ходить на лыжах. И вот сейчас мне 65 лет, и я с удовольствием катаюсь, потому что это здоровье, это удовольствие, это радость. Тех, кто с лыжами на «ты», можно было без труда определить по завидной спортивной форме. Куда больше новичков. Они неуверенно, но настойчиво шли по лыжне. Падали и поднимались, но к главному старту были готовы. Стартовали все одновременно. Первая линия бежала 5 километров. Здесь были воспитанники лыжной секции. Дальше по убыванию новичкам была предложена дистанция в километр. «Лыжня России» – это не соревнование, а спортивный фестиваль. Занимаешься ли ты в секции или встал на лыжи впервые, здесь на лыжне ждут каждого в надежде выявить новых звездочек лыжного спорта. Участие в акции приняли 130 линчан. Это те, кто официально зарегистрировался и получил номер. Еще примерно половина от этого числа пришла просто поболеть. Я первый раз в этом мероприятии участвую. Нас пригласила классная руководительница. Вот и мы с удовольствием поехали. Возрастные категории были разные. Самому старшему участнику 85. Афанасий Павлов на лыжах с 7 лет. В акции участвует ежегодно. Еще раньше, в 4 года, встал на лыжню самый юный участник Костя Снопко. Костя, расскажи, пожалуйста, ты давно лыжами занимаешься? Да. Почему ты решил на лыжах кататься? Потому что у меня волосы все занимайся. Ну и как тебе вообще нравится кататься на лыжах? Да. В прошлом году Костя пробежал дистанцию за 12 минут. В этом улучшил результат. Финишировал через 8 минут после старта. Такие дети, как Костя, скорее исключение из правил. Специалисты от спорта говорят, сегодняшние дети не потянут нормативы ГТО. Мы просто забыли, что такое лыжи. Мы забыли, как надо в выходные брать лыжи свои, не прокатовские даже, а свои, и кататься для удовольствия семьей. И тогда были бы лучшие результаты. Возрождение норм ГТО и массовые спортивные мероприятия нацелены на оздоровление нации и привлечение населения к спорту. Но спортивные традиции в семье могут дать гораздо больше.